Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу в чате поставить плюсик, если меня слышно, и если видна справа наша презентация. Мы сегодня с вами проводим вебинар «Требования к структуре официального сайта образовательной организации» в свете новых нормативных документов, которые начали действовать с 1 января 2021 года. Коллеги, сегодня у нас на вебинаре будет два вопроса. Это вопрос именно те изменения, которые коснулись структуры сайта образовательной организации. И в связи с теми изменениями, которые произошли, это создание простой электронной подписи. И сегодня мы вебинар разделим как бы на две части. В первой части я коротко остановлюсь на тех изменениях, что произошли у нас в законодательстве, а во второй части Евгений Евгеньевич Митюшев, исполняющий обязанности начальника отдела информатизации и комплексной безопасности Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми, как раз коснется тех моментов, каким образом можно сделать электронную подпись, как правильно сделать, какое программное обеспечение можно использовать. Евгений Евгеньевич, вы как с нами, на связи, слышите нас? Давайте проверим, работает ли у нас связь и все ли у нас нормально. Да? Слышно хорошо. Все отлично, да? Все, да, спасибо. Значит, по времени это примерно займет час, наверное, может, чуть больше. Значит, где-то минут 40, может быть, 30 я буду рассказывать. И, соответственно, Евгений Евгеньевич тоже примерно по времени также будет рассказывать. Значит, сразу скажу, что запись вебинара наша ведется. Это мы должны предупреждать по российскому законодательству о том, что запись ведется. Ну и она в любом случае всегда у нас ведется и будет выложена, скорее всего, завтра, потому что у платформы Proof.me запись формируется на следующий день, видеофайл. Мы ее выложим завтра по той же ссылке, по которой вы сейчас заходили в видеозале на сайте Криро. Значит, вопрос задавался некоторыми участниками, почему у меня отображается не тот город, в котором я живу, или не тот город, который я написала в регистрационной анкете, которая была перед началом вебинара. К сожалению, вот та анкета, которую вы заполняете перед входом в вебинар, а там было фамилия, имя, отчество и школа, образовательная организация и населенный пункт. Они никак не связаны с теми населенными пунктами, которые у вас высвечиваются сейчас в участниках. Если вы зайдете в участники, то там разные города могут быть, даже зарубежье. Значит, платформа ставит произвольным образом, какие угодно может ставить города. Если вы хотите, чтобы ваш город отображался корректно, вам надо в этом случае на сайте proofme.com создать свою учетную запись, вставить там свою аватарку, например, вот как если вы зайдете в участники, давайте посмотрим, вот у меня аватарка есть, да, но я сейчас под другой учетной записью, я сейчас под записью Криро, под учетной записью Криро, вот моя аватарка, вот аватарка, это логотип Криро в участниках, вот чтобы красиво у вас было, необходимо тоже вставить на сайте proofme.com аватарку, в своем личном кабинете исправить, ну или ввести правильное название вашего города или поселка, и тогда, зайдя сначала или авторизуясь сначала на сайте Proof.me, вы будете нормально отображаться и вот как участники вебинара. Вот такие здесь немножко нестыковочки. Значит, еще следующий момент организационный такой. По окончанию вебинара вы все получите сертификат участия в этом мероприятии. Сертификат будет расположен у вас. Вы заходили в видеозал на сайте Криро через учетную запись Криро. И если вы нажмете по своей учетной записи вверху сайта, да, где у вас войти, потом введете логин и пароль, и там будет высвечиваться ваша фамилия. Если вы по ней нажмете, то слева, вернее, будет такая кнопочка «Сертификаты». И те мероприятия, которые у нас вот такие носят обучающий характер,
не информационный, вот чисто, значит, там состоится какое-то мероприятие, а обучающие, какие-то методические семинары, то по этим семинарам формируется автоматический сертификат, и вы его можете скачать из своего личного кабинета на сайте Крирон. Коллеги, по вот таким организационным вопросам, если есть вопросы, можно в чате задать. Если нет, то лучше вопросы задавать в закладочке «Вопросы», чтобы они не убежали у нас в чате. Посмотрите, у вас закладочка «Вопросы» вверху есть, и там уже вот 12 вопросов я вижу. 12 вопросов лучше будет задавать вот в этом окошке. Значит, я думаю, что на какие-то вопросы Евгений Евгеньевич тоже ответит, либо если я что-то неправильно скажу, он меня поправит, возможно, потому что как бы разные чтения идут, конкретных рекомендаций вот нет, что должно быть так и все. Причем в разных регионах это могут быть разные подходы, поэтому если вы смотрели вебинар в другом каком-то регионе, то значит, там могут быть какие-то другие требования. Поэтому лучше всего ориентироваться на те требования, которые рекомендует наше Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И часть рекомендаций Евгений Евгеньевич уже направлял по образовательным организациям, в частности, инструкцию по созданию простой электронной подписи. Поэтому вот ориентироваться будем на то, что у нас, а не то, что где-то. Ну, соответственно, практика будет нарабатываться. Возможно, мы еще вебинары, когда какие-то вопросы будут уточнены, мы будем проводить дополнительно вебинары. Вот такое положение. Коллеги, прошу в чате поставить 5, если вы уже изучили материалы, новые материалы, которые приказ Роскомнадзора был опубликован еще в августе 2020 года, номер 831 от 14 августа. Изучили, уже все досконально знаете. И циферку 1, если только вот начинаете. Вот я вижу, много 5 бежит, поэтому хорошо, что уже все разобрались, уже, скорее всего, может быть, и какие-то документы размещены с электронной подписью, так как и требует у нас законодательство. Но есть у нас и единички, то есть кто еще только приступает. Желательно, конечно, это делать более оперативно, потому что уже заканчивается или середина февраля фактически у нас. В любое время к вам могут прийти или дистанционно ваш сайт проверить надзорные органы, и вы уже можете получить предписание, поскольку надо было готовиться еще с августа, и у нас полгода было к тому, чтобы с 1 января сайт у нас уже был в полном порядке и работал нормально. Значит, ну, давайте попробуем разобраться. Я думаю, что многие вещи, о которых я буду говорить, уже известно. Мы неоднократно проводили и по старым правилам, и по старым требованиям. Есть небольшие изменения, что-то перенесли из одного раздела в другой раздел. Поэтому, как бы, я думаю, будет нетрудно нам разобраться сегодня и еще раз посмотреть, что у нас и где должно быть. Итак, на официальном сайте образовательной организации в обязательном порядке должен быть специальный раздел. Это сведения об образовательной организации, который доступен в один клик. Это может быть в меню, это может быть просто он каким-то образом сделан на сайте. И он должен содержать следующие разделы. Основные сведения, структура и органы управления образовательной организацией, документы, образование, руководство, педагогический и научно-педагогический состав, материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, платные образовательные услуги, финансово-хозяйственная деятельность, вакантные места для приема перевода обучающихся и новые 2 раздела, которых не было ранее. Вот они тоже появляются. Это доступная среда и международное сотрудничество. Может быть на сайте подраздел «Образовательные стандарты». Он создается в случае, когда вы используете образовательные стандарты. У нас сегодня присутствуют разного типа образовательные организации. В каких-то образовательных организациях еще не используются образовательные стандарты, поэтому этого подраздела может не быть. И подраздел «Стипендии и иные
иные поддержки обучающихся тоже создается при предоставлении стипендий и мер социальной и материальной поддержки обучающихся воспитанников. Да, раздел может не создаваться, но, к сожалению, проверяющие в проверяющих органах не всегда знают, предположим, специфику. Ну, если прокуратура проверяет, предположим, там новый сотрудник, может не знать специфику, что у вас нет образовательных стандартов. Поэтому, наверное, все равно лучше этот раздел создать и написать, что в образовательной организации образовательные стандарты не используются, чтобы подстраховать себя. И вот так по всем пунктам, если где-то у вас чего-то нет, чтобы подстраховаться и, так сказать, вам не записали замечание, что у вас такого раздела нет, а потом это оспаривать, там, опротестовывать, говорить, что у нас специфика образовательной организации такая, что у нас это не предусмотрено, предположим. То есть лучше сразу подстраховаться и в полном объеме написать, что образовательные стандарты там не используются или не применяются. И еще и изменение по сравнению с предыдущим, это то, что в специальном разделе допускается размещение информации, которая опубликовывается по решению образовательной организации и размещается по решению образовательной организации. Вот это требование тоже у нас, то есть какие-то дополнительные еще документы вы можете размещать в этом разделе на основании своего решения, на основании решения образовательной организации. Итак, давайте пробежимся сейчас по разделам. Вот сейчас на этом слайде в конце нашего вебинара мы откроем доступ, презентацию можно будет скачать. Более того, можно будет скачать, вот у меня еще, вы, может, видите, да, проверить так называемый чек-лист по проверке сайта. Я хочу сказать, что уже, предположим, управление образования Усинска, ну вот это то, что я знаю, возможно, в других управлениях образования тоже очень тщательно проработали уже этот вопрос. И вот те материалы, которые сегодня я использую в своей работе, это как бы наработка, извините, Усинского управления образования, и в частности Наталья Николаевна Неклеса, мы с ней плотно тоже работали, она много вопросов задавала, которые наверняка сегодня у нас возникнут, и на которые мы попробуем разобраться и ответить. Коллеги, если мы не на все вопросы ответим в ходе вебинара, конечно же, мы возьмем их в работу, проработаем и постараемся либо в письменной форме, либо каким-то другим способом довести вам информацию по тем вопросам, которые у вас будут возникать. Итак, ну вот в общем, в преамбуле говорится о том, что появились у нас новые разделы, это доступная среда и международное сотрудничество. Ну и вот здесь еще одно из требований, это то, что чуть позже я буду говорить, что обязательно должен быть на сайте реализована поисковая система, причем поисковая система не просто нахождение документов на вашем сайте, а в том числе и поиск должен осуществляться по всем документам, которые у вас размещены на сайте. Значит, вот это имейте в виду, тоже поиск, техническое решение этого вопроса надо будет каким-то образом решить, чтобы поиск осуществлялся, будем говорить так, глобально. Не только поиск документа, но и содержание документа и содержание. Так, первый подраздел основного раздела – это основные сведения. И здесь вот добавляется о полном и сокращенном наименовании образовательной организации. Дата создания образовательной организации остается, значит, ну вот исчезла как бы в документе то, что может быть историческая справка. Информация о учредителе и учредителях образовательной организации. И добавляется новое, что добавилось по сравнению с предыдущим, это наименование представительств и филиалов образовательной организации, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации. Было только место образовательной организации и ее филиалов, сейчас везде добавляется вот там, где у нас место, режим и график работы, контактные телефоны,
адрес электронной почты, здесь везде добавляется еще представительство, то есть представительств и филиалов. Далее, об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательных организаций при наличии, то есть если у вас у этих филиалов и представительств есть свои сайты, то вы указываете адреса этих сайтов. Или, возможно, вы на вот вашем официальном сайте сделаете для представительства отдельную страничку. Тогда здесь вы можете указать ссылку на эту страницу. О местах осуществления образовательной деятельности, в том числе указанных в приложениях к лицензии, реестре на осуществление образовательной деятельности. В предыдущей редакции было о местах, указанных только в лицензии. Сейчас здесь это понятие расширено, и здесь даже все те места, где вы проводите образовательную деятельность, должны быть указаны. Может быть, это по договорам каким-то, договора аренды. Ну, или, например, учреждения дополнительного образования какие-то кружки ведут в школах. То есть вот эти, ну, даже без договоров, а просто ведут в школах. То есть вот места осуществления образовательной деятельности должны быть указаны в этом разделе. Не только те, которые указаны в лицензии, но и те, где вы фактически осуществляете свою образовательную деятельность. Вот это тоже здесь, вот эти изменения внесены. Поэтому это имейте в виду. По структуре и органам управления образовательной организацией. Так, информация о структуре остается. Руководители структурных подразделений, ФИО должность остается. О местах нахождения структурных подразделений, органов управления образовательной организацией при наличии структурных подразделений тоже как бы остается. Об официальных сайтах мы уже говорили, о структурных подразделений органов управления, об адресах электронной почты структурных подразделений, о положениях структурных подразделений и с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью. Вот здесь вот как раз встречается у нас понятие уже о простой электронной подписи. Ну, об электронных подписях у нас вторая часть, но здесь надо различать, что два типа документов у нас появляются. Это документы отсканированные, там, предположим, с печатью, да, и электронный документ. Так вот, документ, который представлен в электронном виде и подписан электронной подписью, это будет у нас электронный документ. И могут быть еще фотографии, предположим, да, или сканы в PDF-формате каких-то документов. Вот так вот, практически на протяжении всего нормативного документа будет говориться, что должен быть размещен электронный именно документ, то есть с электронной цифровой подписью, особенно те документы, которые создает образовательная организация, это различные положения, локальные акты, устав, естественно, и так далее. То есть они должны быть заверены электронной подписью. Так, вот как раз мы перешли к подразделу «Документы», и как раз вот здесь и большинство документов, которые разрабатывает образовательная организация самостоятельно, и они должны быть подписаны простой электронной подписью. Вот красным у меня выделены те изменения, которые произошли по сравнению с предыдущей версией приказа Роскомнадзора. То есть лицензия на осуществление образовательной деятельности из этого подраздела ушла и перенесена в другой подраздел. План финансовой и хозяйственной деятельности тоже ушел в другой подраздел. Вот. Локальные нормативные акты, предусмотренные законом об образовании, вот здесь как бы перечислены. Ну и вот иногда возникает вопрос, назовите там, какие локальные акты должны быть. Значит, в приказе сказано локальные акты, которые издаются в соответствии с деятельностью образовательной организации. То есть практически все у вас локальные акты, они издаются в соответствии со своей образовательной деятельностью. Поэтому практически все локальные акты должны быть опубликованы. Ну, по крайней мере, устав у нас регламентирует тоже перечень тех актов, которые должны быть. И как бы
И приказ Роскомнадзора номер 831 тоже регламентирует ряд локальных актов. Но по своей сути, в принципе, все ваши локальные акты, они издаются в соответствии с осуществлением вашей образовательной деятельности. Поэтому ориентируйтесь на максимальное количество использования локальных актов. Так, значит, документ о порядке оказания платных образовательных услуг перенесен в платные услуги. Аналогично о размере платы тоже перенесен в другой раздел, это в платные услуги. Предписание органов, осуществляющих государственный контроль, остается, и отчет об исполнении этих органов. И напомню, здесь уже вы знаете требования. Если у вас есть еще предписания, то у вас на сайте эти предписания должны быть обозначены и, соответственно, отчет по их выполнению. И они у вас на сайте остаются до тех пор, пока эти предписания не будут выполнены. Если предписания будут выполнены, то, в принципе, тогда может здесь и не быть. В этом разделе ничего не быть. Подраздел образования. Значит, в этом подразделе сейчас мы размещаем информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптивных образовательных программах с указанием в отношении каждой образовательной программы. То есть форма обучения в отношении каждой образовательной программы, нормативные сроки в отношении каждой образовательной программы, языки, на которых осуществляется обучение, тоже в отношении каждой образовательной программы. И сейчас вот тоже появилось новое, это указание учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей образовательной программой. И, скорее всего, это наверное, для профессионального обучения, это практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой. Дальше идет об образовании, реализации образовательных программ электронного и дистанционного обучения в отношении каждой образовательной программы. Об описании образовательной программы с приложением в форме электронного документа или в виде активных ссылок. Об учебном плане, об аннотации к рабочим программам дисциплин по каждому предмету. Также о календарно-учебном графике с приложением в виде электронного документа, о методических и иных разработках образовательной программы в виде электронного документа. И вот изменение коснулось численности обучающихся. Здесь мы должны численность обучающихся разбить по направлениям бюджетных ассигнований. То есть за счет федерального бюджета, за счет бюджета Республики Коми, за счет местного бюджета и в том числе по платным образовательным услугам. Следующий пункт перенесен у нас в раздел «Международное сотрудничество», заключение или договоров или планируемом заключении договоров. И информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, включено в общую численность обучающихся. Так, двигаемся дальше. Вопросы по ходу, если возникают, вкладочку «Вопросы» можно задавать. Я думаю, я закончу выступление, посмотрю, или Евгений Евгеньевич прокомментирует какие-то вопросы. Подраздел «Образовательные стандарты» мы уже говорили о них, что если образовательная организация использует государственные образовательные стандарты, то должны быть либо их копии, либо гиперссылки на действующие редакции. Подраздел «Педагогический, научно-педагогический состав». Значит, руководитель образовательной организации – это фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный телефон, адрес электронной почты. В том числе заместитель руководителя, руководители филиалов образовательных организаций, заместители руководителей филиалов по решению образовательной организации размещают информацию о заместителях. Контактные телефоны, адреса электронной почты тоже допускаются по решению образовательной организации.
В подразделе также, в подразделе руководство педагогический состав размещается в форме электронного документа или в виде активных ссылок непосредственно данные по педагогическим работникам. Ну и вот здесь мы видим перечень этих данных. Возможно, что вы на сайте сделаете страничку по каждому работнику, и у вас просто будет общая таблица. Но рекомендуется все-таки сделать общую таблицу вот со всеми этими данными. И возможно, что будет переход, нажав по фамилии, мы можем перейти на страничку каждого педагога и увидеть подробную информацию об этом педагоге. Так, двигаемся дальше. Скорее всего, будут возникать вопросы, потому что в документе сказано, что сведения о педагогическом составе в разрезе каждой образовательной программы. Ну вот здесь, наверное, мы будем уточнять, то есть это должна быть одна общая таблица или в разрезе, если в разрезе каждой образовательной программы будут, наверное, сложности, потому что и из-за того, что текучесть кадров может быть сложно обновлять, но тем не менее эту страницу вам надо обновлять ежегодно, скорее всего в начале года, уже на учебный год, поэтому как бы работать вот здесь придется. Так, и у нас появился новый раздел, это доступная среда. Ну вот и подраздел материально-техническое обеспечение и оснащенность. Вот здесь тоже все сведения должны быть представлены. Это сведения о наличии оборудования учебных кабинетов, объекты для проведения практических занятий, библиотеки, объекты спорта, средства обучения и воспитания. И в том числе эти же все разделы, которые вы сейчас видите на слайде, они должны быть размещены и в подразделе «Доступная среда». Могут возникнуть вопросы, если у нас чего-то нет. Ну, так же, как и в начале вебинара я сказал, что если какого-то у вас пункта нет, то лучше написать, что вот такого-то там или не оборудовано, или отсутствует. Хотя вот по обеспечению доступной средой во многих образовательных организациях проведена за последние годы огромнейшая работа, и того, чтобы вот всего этого не было, такого быть не может. Уже, по крайней мере, пандусы есть там, стрелочки всевозможные есть. На сайте обязательно должна быть информация для переключения в режим слабовидящих, то есть какие-то пункты выполнены, поэтому как бы вот то, что есть, то, конечно, надо написать, что есть, а то, что еще там в процессе подготовки или в процессе оборудования, можно так и написать, что в процессе оборудования. Ну, конечно, выкладывать надо объективную информацию, поскольку проверяющие органы могут в конце концов прийти и проверить. Ну вот как бы уже смотрели, надзорные наши проверяющие органы смотрели некоторые образовательные организации на соответствие документа, сайта документу. Ну, я вот смотрел, например, детский сад номер 110 города Сыктывкара. Они в доступной среде в том числе выложили еще и фотографии, которые, кстати, вот один из образцов, как бы, который можно использовать, это сайт детского сада номер 110. Потом чуть позже я еще напишу и в Усинске, коллеги из Усинска предложили посмотреть и сайты их образовательных организаций, которые разработаны в специальной оболочке, даже озвучили цену, порядка 4000 стоит вот эта платформа, на которой сайты разработаны. Вот, я чуть позже, значит, в чате вам выложу ссылки на эти образовательные организации, можно будет посмотреть, с ними связаться и уточнить уже, если кого-то заинтересует. Потому что, размещая на том же ЮКОЗе, тоже там за снятие рекламы они сейчас деньги берут. Раньше вроде бы для образовательных организаций была скидка в том, что снимали бесплатно рекламу, а сейчас вроде бы платно. Поэтому
Поэтому, да, вот детский сад номер 110, как раз можете ссылочку на свой сайт в чате разместить, чтобы коллеги посмотрели, что у вас уже сделано там. Ну, не все еще сделано, там что-то будет доделываться еще, конечно, но, тем не менее, уже есть варианты. Поэтому по доступной образовательной среде и то, что там должно быть размещено, это вот все то, что выделено красным цветом у нас. Так, стипендии и иные виды материальной поддержки. То есть этот раздел, я уже сказал, размещается в том случае, если у вас действительно вот из того, что перечислено, есть, тогда этот раздел мы размещаем. Но еще раз возвращаюсь к тому, что лучше написать, что стипендии там не выплачиваются или не предусмотрены, и чтобы у проверяющих не было никаких вопросов к тому, что у вас нет этого раздела на сайте, и не дай бог еще напишут в предписании замечание, что такого раздела нет. Поэтому лучше то, чего нет и не предусмотрено вашей деятельностью, лучше это тоже прописать в одной там строкой, предположим, где-то филиалов и представительств нет. Все вопросы сняты и к заместителям, и к руководителям и так далее. Платные образовательные услуги, подраздел, здесь тоже что должно быть в виде электронных документов. Еще раз возвращаюсь, это то, что электронные документы – это те документы, которые подписаны электронной подписью. Финансово-хозяйственная деятельность, значит, тоже должна быть размещена информация об объемах образовательной деятельности, причем опять же, по финансированию федеральный бюджет, субъект, местные бюджеты и платные образовательные услуги. Могут возникнуть вопросы, значит, в каком виде это все должно быть представлено. Ну, наверняка у бухгалтерии есть какие-то в этой связи какие-то есть документы, может быть, стандартные документы. Если таких стандартных документов нет, ну, возможно, у вас этот документ самостоятельно каким-то образом разработан. И вот сюда переходит у нас план финансово-хозяйственной деятельности, тоже он перенесен из раздела «Документы». Итак, значит, раздел, еще раз о разделе здесь «Доступная среда», уже то, что должно быть уже, и то, что должно быть в разделе «Материально-техническое обеспечение», в том числе и в разделе «Доступная среда». И здесь же вот подраздел «Международное сотрудничество». Отмечено, какие у нас документы должен содержать подраздел «Международное сотрудничество». Ну и такие общие, вот здесь уже общие требования к страницам сайта, что он должен иметь версию для слабовидящих, размещение информации должно быть в виде файлов, в форматах тех же PDF, Word, требования к разрешению, если сканированные документы, максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мегабайт. И здесь же вот как раз то, что я говорил, должно быть настроена система поиска информации не только по сайту, но и еще по документам сайта. Коллеги, вот еще в структуре образовательной организации на некоторых сайтах можно увидеть, что вы размещаете структуру свою в графическом виде, в виде какой-то блок-схемы. Ну вот, к сожалению, смотрите, нету в требованиях то, что либо в табличной форме, либо в текстовом формате.
должны быть представлены. Вот в форме, так сказать, блок-схем или каких-то графических объектов, ну вот здесь ничего не сказано. Поэтому тоже посмотрите, в каком виде у вас это представлено. Ну вот как бы здесь, значит, я свое выступление заканчиваю. Может быть, какие-то будут, значит, замечания, выступления и так далее, комментарии. И хочу передать слово Евгению Евгеньевичу по электронной цифровой подписи, как ее делать и каким образом подписывать документы. Евгений Евгеньевич. Ну и, конечно, Евгений Евгеньевич прокомментирует какие-то пункты из того, что я уже сказал. Может быть, я немножко что-то неправильно сказал, поэтому ориентируемся на то, что будет прокомментировано. Всем добрый день. Вячеслав Алексеевич, подскажите, слышно меня? Да, слышно. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если слышно и будет сейчас включен рабочий стол. Ага, видим, все, видим, спасибо. Да, плюсики идут, все нормально. Ага, хорошо. Я сразу же включу демонстрацию рабочего стола, потому что буду показывать некоторые вещи. Как сказал Вячеслав Алексеевич, по новым требованиям документы на официальных сайтах теперь публикуются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Здесь сразу же отвечу на два таких, наверное, самых часто задаваемых вопроса. Первое. Да, речь идет про документы, которые подлежат обязательному размещению на сайте и которые разрабатываются образовательной организацией самостоятельно. То есть документы, которые образовательные организации не разработаны, которые образовательные организации не утверждены, которые подписаны лицом, не являющимся должностным лицом образовательной организации, размещаются, как и ранее, без применения электронной подписи, например, в форме сканов. В частности, копия лицензии, копия устава, эти документы размещаются, как и раньше. Второй такой часто задаваемый вопрос и ответ на него. Документы в форме электронных документов теперь размещаются в машиночитаемом формате. В чем здесь отличие от привычных сканов документов, которые мы всегда публиковали на официальных сайтах? Покажу здесь на примере. Вот это привычный нам скан, в котором я не могу выделить текст. По сути, это картинка, которая не может быть прочитана, скажем, какими-то техническими средствами. Текст в ней не выделяется, мы его скопировать не можем. И покажу другой пример. Документ в формате PDF тоже, в котором благополучно копируется текст, выделяется текст, в котором можно осуществлять поиск по тексту. Данный документ представлен именно в машиночитаемом формате. В связи с этим необходимо размещать документы именно в таком виде, чтобы можно было осуществлять полнотекстовый поиск и чтобы можно было осуществлять, так скажем, вот такие операции, как выделение и копирование текста. Это можно использовать в качестве самопроверки для того, чтобы определить, соответствует ли формат документа, размещенного с новым требованиям. Второе. Простая электронная подпись и квалифицированная электронная подпись. Все вопросы, которые касаются применения электронных подписей, регламентированы федеральным законом об электронной подписи номер 63 ФЗ. Рособорнадзором в комментариях к приказу, который определяет новые требования к сайтам, отмечается, что документы подписываются простой электронной подписью. При этом указана выдержка из 63-го федерального закона, согласно которой простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Ну и здесь же дальше ниже указано, что требованиями определена достаточность использования простой электронной подписи.
Что самое интересное, Рособорнадзор указывает на то, что визуально на сайте простая электронная подпись будет выглядеть как пиктограмма, указывающая на то, что документ подписан простой электронной подписью. При этом, по мнению Рособорнадзора, при установке курсора на эту пиктограмму на экран должны выводиться сведения: дата и время подписания, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего документ, сформированный уникальный программный ключ. Ну и что для нас немаловажно, Рособорнадзор прекрасно понимает, что использование неквалифицированной электронной подписи и квалифицированной электронной подписи не будет являться нарушением требований. Расскажу про то, что необходимо выполнить для того, чтобы документ считался действительно подписанным электронной подписью. На самом деле, просто нажать в какой-то программе кнопочку и поставить электронную подпись, этого недостаточно для того, чтобы документ был признан подписанным электронной подписью. В частности, в 63-м федеральном законе, в статье 6, определены условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, прошу прощения. Так вот, информация, которая подписывается простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами и так далее, или соглашением между участниками электронного взаимодействия. Из чего следует, что если мы, согласно разъяснениям, комментариям Рособорнадзора, начинаем применять простую электронную подпись для подписания документов, размещаемых на официальном сайте, мы должны выполнить обязательно требования вот этой второй части 6 статьи Федерального закона номер 63 ФЗ. Поскольку вот в случаях, этот случай, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, нормативными актами Центрального банка, к нам не подходит. В части сайтов нет таких случаев, не прописано, что простая электронная подпись нигде. Для нас остается допустимым только вариант о соглашении между участниками электронного взаимодействия. Ну, платежная система, опять же, не про нас. Участники электронного взаимодействия в случае официальных сайтов – это сама образовательная организация и, по сути, неограниченный круг лиц. Неограниченный круг лиц почему? Потому что на сайт может зайти любой человек. Технически, как правило, соглашение заключается между определенными сторонами, условно, между одной организацией и другой. Они договорились о том, что мы обмениваемся электронными документами, мы подписываем их простой электронной подписью, и мы признаем их равными документам, подписанными собственноручно. Вот это было бы соглашение между участниками электронного взаимодействия. В случае с сайтами, когда у нас есть неограниченный круг лиц, мы такое соглашение заключить не можем. Можно, конечно, на официальном сайте разместить некую политику или некую публичную оферту, в которой будем говорить, что все документы подписаны простой электронной подписью, и они признаются нами подписанными как будто бы собственноручной подписью, то есть документами, которые имеют полную юридическую силу. Это такой правовой нюанс, который на самом деле достаточно важен при выборе способа подписания документов для размещения на сайте. Почему я об этом говорю? Потому что, казалось бы, простая электронная подпись, действительно из названия следует простая, нет ничего проще, это обычные коды и пароли. Условно, администратор сайта авторизуется на сайте с использованием своего пароля, с использованием своего логина, и только он может зайти, только он может опубликовать документ. Да, это простая электронная подпись. На самом деле это действительно, согласно закону, простая электронная подпись. Но нет соглашения раз. И второй момент. В статье 9, опять же, того же самого федерального закона, 63-го, в пункте 2 части 1 указано, что ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы, с использованием которой осуществляется создание или отправка электронного документа.
и в созданном или отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан или отправлен электронный документ. Что здесь важно? Документ, подписанный простой электронной подписью, иными словами, должен содержать в себе информацию, которая указывает на лицо, от имени которого был создан или отправлен электронный документ. Если мы выбираем, скажем, способ подписания документа с помощью простой электронной подписи и говорим, что ну как же, у администратора сайта есть логин, пароль, это простая электронная подпись, но директор, который утверждает на самом деле этот документ, он ведь не равно администратор. Мы ведь разместили документ не от имени директора. Плюс, есть ли на сайте функциональные возможности, которые покажут нам вот эту самую информацию, указывающую на лицо, от имени которого был создан или отправлен электронный документ. Большинство официальных сайтов образовательных организаций такого функционала не имеют. Это такие нюансы, казалось бы, простой электронной подписи, но при этом достаточно сложно применимой в ведении официальных сайтов образовательных организаций. Почему? Еще раз повторюсь. Первое. Это должно быть некое соглашение, это правовой вопрос. Его нужно еще правильно составить с юридической точки зрения. Его нужно правильно опубликовать на сайте. И второе. Это то, что документ, подписанный электронной подписью, простой, именно простой, должен содержать информацию, указывающую на лицо, от имени которого был создан или отправлен электронный документ. То есть должен указывать однозначно на директора. Иными словами, если логин, пароль для администрирования сайта принадлежит не директору и однозначно не указывает на директора, то этот документ, опубликованный администратором, не будет являться подписанным электронной подписью директора, простой электронной подписью директора. Именно поэтому в письме, которое от имени министерства было направлено всем, я надеюсь, до большинства участников это письмо дошло, было сказано, что мы рекомендуем использовать квалифицированную электронную подпись. Не простую, а именно квалифицированную электронную подпись. Почему? Потому что, опять же, с законом 63 ФЗ прописано следующее в первой части. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть еще оговорка в статье в 63-м федеральном законе, которая говорит о том, что ни одно дополнительное условие для признания документа, подписанного именно квалифицированной электронной подписью, не может быть установлено никем. То есть закон гарантирует 63-й нам, что документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, в любом случае признается равнозначным подписанному собственноручной подписью. Немножечко вернувшись назад, хочу продемонстрировать про электронную подпись, про простую электронную подпись на примере Сбербанка. Я думаю, что у большинства участников есть мобильный банк, есть Сбербанк онлайн. Вы прекрасно получаете смс-ки с номера 900, когда подтверждаете какие-то переводы, отправляете на номер 900 пин-коды. На самом деле вот это все является простой электронной подписью. Вы авторизуетесь в приложении Сбербанк онлайн. Это тоже является простой электронной подписью. Именно поэтому все операции, которые вы производите в банковском приложении, в банковском продукте удаленного обслуживания, эти операции имеют юридическую силу. А на самом деле они имеют юридическую силу по той причине, что в условиях банковского обслуживания, вот на примере Сбербанка, опять же показываю, в других банках все аналогично. Все условия, о которых я сказал, они оговорены. В частности, указано, что как осуществляется идентификация, как осуществляется аутентификация, вот эти пин-коды, вот эти смс-сообщения на номер 900, вот это путем нажатия клиента в мобильном приложении кнопки «Подтвердить». И что для нас самое абсолютно важное,
то при наличии и пожелании допускается использование электронной подписи в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением об использовании электронной подписи. Правила электронного взаимодействия, вот то, что в законе прописано, являются заключенным между клиентом соглашением об использовании электронной подписи. Это приложение 3 к сегодняшнему документу. Ну, здесь даны некоторые определения. Я сейчас дойду до приложения 3 и покажу в приложении 3, как пишет Сбербанк про простую электронную подпись. Ну вот. При этом документы в электронном виде подписываются вне подразделений банка с использованием мобильного рабочего места простой электронной подписью, формируемой посредством нажатия клиентом на кнопку «Подтвердить». На официальном сайте в системе Сбербанк онлайн простой электронной подписью. И при проведении операции через систему Сбербанк онлайн на основании ключа простой электронной подписи, которым является постоянный или одноразовый пароль. Ну и так далее здесь про СМС. И вот самое ключевое, информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью со стороны клиента или усиленной неквалифицированной подписью со стороны банка, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному с наручной подписью клиента. Вот это тот самый правовой нюанс, который банк в соответствии с 63-м федеральным законом урегулировал. По идее, если вдруг образовательная организация примет решение опубликовать документы на сайте, подписанные простой электронной подписью, образовательная организация вот в таком же правовом ключе должна решить вопрос о признании своей простой электронной подписью, равной собственноручной. То есть должно быть проработано некое публичное соглашение, оно должно быть размещено на сайте. Это помимо того, что однозначно должен быть идентифицирован подписант. Так, ну, еще раз, вывод. Проще всего использовать квалифицированную. Почему проще? Потому что квалифицированная электронная подпись есть на сегодняшний день у каждого директора. Даже если в учреждении нет своей бухгалтерии, квалифицированная электронная подпись у директора все равно есть. Она, как правило, оформлена на директора, но при этом, например, используется в централизованной бухгалтерии. Можно изготовить копию этой электронной подписи, копию сертификата, копию ключа и использовать эту электронную подпись в образовательной организации. Платить при этом за выпуск отдельной подписи именно для сайтов не требуется, не нужно. Приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение тоже не потребуется, потому что, как правило, электронные подписи квалифицированные на директора выпущены для работы на портале госзакупок, для размещения информации на БАЗ.гов, для работы на площадке Сбербанка СТ, для СУФД, для тех информационных систем, которые работают с криптопровайдером CryptoPro. И вот это криптопровайдер присутствует в лицензии на его использование в каждой образовательной организации. Иными словами, для того, чтобы использовать квалифицированную электронную подпись, которую никто не имеет права назвать недействительной, потому что в 63-м ФЗ так написано, все условия есть в каждой организации. Для того, чтобы подписать документы квалифицированной электронной подписью, существует на самом деле множество способов. Ну, на самом деле их достаточно много. Различные способы применяются в разных информационных системах. Совершенно различные есть варианты. Мы предложили один из возможных вариантов. Приложили к письму, которое я уже называл, в конце этого года мы отправили, инструкцию по подписанию документов электронной подписью. В этом варианте мы предлагаем использовать квалифицированную электронную подпись, а также имеющееся программное обеспечение в образовательной организации и свободно, бесплатно распространяемое программное обеспечение. Acrobat Reader и модуль CryptoPro PDF. Ссылки на его скачивание в этой инструкции содержатся. Инструкция подробная, инструкция в картинках.
пошаговая, по пунктам, детально все описано, в том числе описано, как преобразовать документ из документа в формате Word в документ в формате PDF, то есть в тот самый машиночитаемый формат. Здесь же описано, как по итогу будет выглядеть документ. Вот последний финальный этап, что вот он, документ подписан, о чем свидетельствует вот такая специальная пиктограмма на документе. Эту инструкцию я подробно сейчас на ней останавливаться не буду. Я думаю, что Вячеслав Алексеевич, если что, участникам вебинара, кто ее не получал, разошлет ее дополнительно по итогам. У вас будет возможность подробно изучить. Есть другие аналогичные программы, в частности, вот на вебинарах, проводимых там другими организациями, указывалось, что можно использовать не Acrobat Reader, например, а Foxit Reader, тоже бесплатно распространяемое программное обеспечение. Аналогично абсолютно все действия один в один, как вот в этой инструкции, и на выходе мы получаем результат один в один, как в этой инструкции. Что будет выбрано вами, без разницы. В данном случае документ подписывается квалифицированной подписью, еще раз обращаю внимание. Поэтому способ реализации вообще абсолютно не важен. Если у вас на пиктограмме вот этой не будет хватать чего бы то ни было, это не говорит о том, что у вас документ неправильно подписан. Он у вас подписан квалифицированной подписью и точка. Этого более чем достаточно. На деле подписанный документ выглядит вот таким вот образом. Это вне инструкции, сейчас он у меня откроется. Вот тот самый скриншот, который сделан, сейчас открывается. Вот он, этот документ. Как видите, вверху специальная панель появляется. Подписано, все подписи действительны. Можно посмотреть здесь подробности по подписи. Если мы нажмем сюда, то увидим, что подпись действительно, кем оформлена подпись. Можно посмотреть сертификат, с помощью которого была подписана, с помощью которого был подписан документ. Иными словами, это полноценный способ подписания электронных документов квалифицированной электронной подписью. Даже если вы направите такой документ в какую-либо организацию, по идее, эта организация должна принять этот документ как документ, равнозначный подписанному собственноручной подписью, оригиналом при том. Здесь сразу же хочу сказать немножко, ремарочка такая про сканы документов. Очень многие полагают, что скан документа имеет какую-то силу. На самом деле скан документа не имеет вообще никакой силы. А вот документ, подписанный вот таким способом, квалифицированной электронной подписью, имеет полную юридическую силу, полную. Поэтому, если вот так вот сравнивать, слева мы откроем скан этого документа, а справа мы откроем вот этот документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, то юридическую силу будет иметь только один из них, тот, который подписан квалифицированной электронной подписью. Есть варианты, не обязательно те, которые должны содержать в себе вот такую специальную пиктограмму. Вот это вот требование, вернее не требование, этот комментарий Рособорнадзора, который говорит нам про пиктограмму, вот визуально на сайте пиктограмма при установке курсора должны выводиться. Это все про простую электронную подпись. Для квалифицированной электронной подписи такие условия нельзя предъявить. Это нам говорит 63-й федеральный закон. Вот это все лишнее для квалифицированной подписи. Поэтому, если документ у нас подписанный, но при этом не содержащий такую пиктограмму, кем-то не будет признан, то это не будет соответствовать федеральным требованиям федерального закона. Вот, в частности, второй способ. Можно подписать документ с помощью отсоединенной электронной подписи. То же самое с помощью квалифицированной, но отсоединенной. То есть документ на выходе не будет содержать вот такого вот штампика, и он не будет содержать эту пиктограмму, но при этом он будет соответствовать всем требованиям, абсолютно всем. Для этого можно, в частности, использовать программу, которая называется Taxcom CryptoLine. Программа распространяется бесплатно, ее можно скачать в интернете. Можно без проблем просто ввести в поисковую строку ее название, и по первой же ссылке ее можно будет бесплатно скачать, бесплатно установить.
никаких требований особых эта программа не предъявляет, должна заработать у всех абсолютно. Работать с этой программой достаточно просто. Вот ее главное окно. Для подписания мы добавляем файл, который мы хотим подписать. Вот в частности я открою пустой документ. Сейчас я покажу, что в этом документе. В нем пусто, как видите, никакого штампика в нем нет. Это просто документ в машиночитаемом формате, документ в формате PDF. Так, сейчас я открою его в этой программе Taxcom, CryptoLine. Вот он, этот документ. Вот я его открыл. И здесь, в этом документе, я нажимаю кнопку «Подписать», выбираю сертификат. Вот здесь вот по кнопочке «Добавить», но он у меня уже выбран, этот сертификат. Выбираю, что это открепленная подпись, выбираю формат этой подписи. Ну, по умолчанию здесь уже все выбрано. Нажимаю кнопку «Подписать». У меня вставлен ключ. Подписание произошло автоматически. Появился дополнительный файлик. Вот этот вот SIG, это файл подписи. Я нажимаю кнопку «Выгрузить», выбираю папку, куда я хочу выгрузить этот документ. Сейчас я выберу папку, в которую я его выгружу. Вот тут папка «Подписан» у меня создана. Файлы успешно выгружены. И что мы получаем на выходе? Мы получаем вот эта папка «Подписан». На выходе два документа. Вот только что я их сохранил, 1559 сейчас. Первый документ – это тот самый документ, который я подписывал. Как видите, никакого штампика нет. И файл подписи, который имеет расширение SIG. Это специальный файл, который содержит в себе сведения об электронной подписи. Вы его откроете, но в нем абракадабра. Для вас, визуально для человека этот файл ничего не значит. Но с помощью специального сервиса по проверке электронной подписи, на самом деле их много. Можно выполнить проверку, в том числе с помощью самой программы CryptoLine. Вот давайте удалю здесь сейчас этот файл и нажму «Проверить». Подписан. Вам документа. Проверить. Вот, видите, нажал «Проверить». В комментарии указано, что подпись моя. Подпись верна, сертификат действителен. Можно воспользоваться онлайн-сервисом, например, на портале госуслуги. Запрос поисковый «Проверка электронной подписи госуслуги». Первая ссылка в поисковике. Есть специальный сервис. Проверка электронного документа. Отсоединенная в нашем случае. Мы выбираем сам файл. Бланк документа. Мы выбираем файл подписи для проверки. Документ для проверки. Файл подписи для проверки. Вводим проверочный код. Нажимаем кнопку «Проверить». И в результате видим, что подлинность документа подтверждена. Действителен. Ради эксперимента покажу, что будет, если загружу другой файл. Абсолютно другой файл. Вот, например, вот этот, без разницы. И прикреплю туда файл подписи, который к правильному документу. Проверить. Подпись документа не подтверждена. Иными словами, вот эти вот два файлика, они между собой неразлучны. Если мы вдруг с помощью вот этого файла проверки подписи попытаемся проверить действительность подписи на другом документе, произойдет ошибка. Подпись не будет подтверждена. Если мы прикрепим правильный файл, действительно подписанный, и правильный файл подписи, то тогда проверка пройдет успешно. При этом прошу обратить внимание еще раз, никакого штампика здесь нет. И еще раз прошу обратить внимание, никаких дополнительных условий для признания вот такого документа, вот в таком виде, подписанным, квалифицированной электронной подписью, нет. Это документ, который имеет полную юридическую силу. Вот этот документ, хоть он здесь и не содержит абсолютно никакого там указание на то, что этот документ подписал я, но он имеет юридическую силу и указывает на то, что этот документ подписал именно я, потому что при проверке
с помощью, опять же, этого сервиса еще раз покажу поподробнее. Сервисов таких на самом деле много. При проверке видно, что подписал документ именно я. Есть однозначное указание на это. И нет ни одного законного основания для того, чтобы я отказался от действительности подписи в этом документе. Так, ну и хочу показать, как может это все выглядеть на вашем официальном сайте. Небольшой пример буквально. На странице, на сайте министерства я создал тут вот несколько примеров на тестовой странице. Квалифицированная подпись со штампом подписи в формате PDF. Это вот первый случай, который я показывал. Вот, условно, вы разместили некий документ, там как-то он называется, там приказ о чем-нибудь, есть там ссылочка, чтобы его открыть или скачать, неважно. Я ее назвал «Скачать», у вас она может быть прямо в названии документа ссылочка. Ну и вот мы видим прямо на сайте, что вот присутствует штампик, все хорошо. При этом, если мы загрузим этот документ именно к себе на компьютер, этот документ загрузим, у меня он уже был скачан, то при его открытии в программе Adobe Reader, сейчас идет проверка подписи, будет видно, что все подписи действительны. То есть любой проверяющий путем вот таких вот действий может убедиться в том, что подписи проставлены на документе верно. Второй пример, это вот последнее, что я показывал, про отсоединенную электронную подпись с файлом подписи с отдельным. В данном случае, как я уже говорил, эти два файла неразлучны, они должны быть вместе. То есть размещается сам документ и размещается файл подписи. Сам документ открывается, опять же, на сайте без проблем. Как видите, он не содержит штампика, потому что этот способ не предполагает размещение штампа. И содержит файл подписи, который мы можем скачать. Вот он у меня загрузился. Загрузив оба файла с помощью сервиса проверки, любой проверяющий может проверить действительность электронной подписи. Чем хорош данный способ? Тем, что у проверяющего не обязательно, или у гражданина, неважно у кого, не обязательно должно быть установлено программное обеспечение криптопронера на компьютере. Вот этот сервис проверки, он работает вне зависимости от наличия какого-либо криптопровайдера. То есть любой абсолютно гражданин на любом компьютере может выполнить проверку подлинности документа, размещенного вами вот в таком виде, именно когда есть сам документ и отдельно есть файл подписи. Ну и еще один пример, тоже отвечая на один из часто задаваемых вопросов, который связан с тем, что документы ранее подписывались другим директором, сейчас директор новый, а электронная подпись только у нового директора, старым подписать никак, да, собственно, это и неправильно. Реквизит «Копия верна» в данном случае рекомендуется к использованию. Я покажу на примере. Опять же, прямо здесь покажу. В любой документ, который из прошлых лет, прошлых периодов вы публиковали на сайте, вот в 2018 году условно был директор Петров. Здесь никаких закорючек у нас не сохраняется, нам это не надо. Теперь машиночитаемый формат, как я говорил в самом начале. Ну и вот новый директор ставит реквизит «Копия верна» и подписывает своей электронной подписью. Ну, в данном случае я подписался на примере. Понятно, что тут должна быть, по идее, моя фамилия, но это всего лишь пример. Так, ну и, в принципе, из того, что хотел рассказать я, у меня все. Пройдусь немножечко по вопросам, которые ранее поступали, потом посмотрю вопросы, которые заданы там в чате и в вебинаре. Первый вопрос. Документы, которые уже есть на сайтах, подписанные собственноручно, так и остаются на сайте, или их нужно все подписывать электронной подписью? Еще раз, значит, наше мнение, все документы, которые размещены и которые подлежат обязательному размещению на сайте, должны быть подписаны электронной подписью, вне зависимости от того, когда эти документы были опубликованы. То есть документ необходимо переподписать с помощью электронной подписи и заново загрузить на сайт. Про старого директора вот я ответил буквально там минуту назад про реквизит «Копия верна».
Так, ну на этот вопрос я ответил. Надо ли оставлять, утверждаю, директор такой-то, если ставится электронная подпись? Верно ли мы понимаем, что надо оставлять все за исключением живой подписи, просто заменить ее на электронную подпись? Ну вот в примере я показал здесь, что на самом деле не нужно ставить никакую закорючку, но реквизиты должны сохраниться, то есть вот здесь вот должно быть написано директор, здесь должна быть расшифровка. Ну, просто вместо закорючки ставится либо штамп электронной подписи, либо не ставится ничего, если там выбран другой способ подписания. Ну и вот на примере копия верна, еще раз, аналогично. То есть вот этот сам реквизит, он весь сохраняется, но при этом рядышком проставляется штамп электронной подписи, если, конечно, вами выбран такой вариант. Следующий вопрос. Как она должна быть выглядеть, электронная подпись? Должны ли быть инициалы директора или достаточно названия учреждения? Ответ на этот вопрос я уже дал. Так как мы рекомендуем использовать квалифицированную электронную подпись, никаких дополнительных требований квалифицированной электронной подписи установить никто не вправе. Если документ подписан квалифицированной подписью, неважно, как она будет выглядеть, потому что этот документ подписан квалифицированной электронной подписью. Как воспроизводится печать в электронном документе? Правильно ли мы поняли, что печать в электронных заменяется электронной подписью? Абсолютно верно, абсолютно правильно понято, потому что в части 3 статьи 6 Федерального закона 63 ФЗ написано, что если документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе и заверенному печатью, усиленной электронной подписью. Но это то же самое, что квалифицированная электронная подпись. Так, следующий вопрос. Как правильно оформить электронный документ, подписанный электронной подписью, если на нем имеются подписи, печати, штампы других лиц и органов? Например, документ согласован руководителем управления образования, управляющим советом, на финансовых документах, на колл-договоре и так далее. Если документ подписан несколькими организациями, можно поступить, как в случае со старым директором. Можно разместить документ с реквизитом «копия верна». То есть тут будет вот утверждаю, тут будет согласовано, тут будет еще раз согласовано, тут будет еще раз утверждаю, хоть сколько раз, хоть сколько лиц. Но где-нибудь там сверху, в углу, внизу, где угодно будет стоять дополнительный реквизит «копия верна» и электронная подпись действующего директора. Это как один из вариантов. Так, это вопрос не про электронную подпись. Вот, вопрос про официальное письменное разъяснение по поводу того, подписывать ли электронной подписью локальные акты, утвержденные и опубликованные до 2021 года. Правило отсутствия обратной силы закона. Да, мы понимаем, что требования вступили в силу с 1 января 2021 года, но первое, нигде не сказано, что документы, размещенные до 1 января, остаются в том же виде, в котором они размещены. Нигде об этом такой оговорки нет. Второе, что происходит вообще в процессе ведения сайта. В процессе ведения сайта именно происходит процесс формирования и ведения сайта. То есть это процесс, который длится каждый день. Вот вы сегодня что-то разместили, и вы, по сути, осуществили формирование и ведение сайта. И вы на сегодняшний день при этом должны руководствоваться действующими требованиями. То есть, когда вы разместили хоть один документ, вы должны руководствоваться теми требованиями, которые имеют силу на сегодняшний день. Поэтому с нашей точки зрения, конечно, возможно, пока исключительно субъективной скорее, потому что практики особо нету по данному вопросу еще, документы и ранее размещенные до 2021 года должны быть все-таки подписаны электронной подписью. Тем более, что есть вариант с реквизитом «копия верна». А технически подписать документ электронной подписью никаких проблем не вызывает. Мне кажется, просто вот гораздо проще подписать заново все документы и заново их опубликовать, нежели кому-то доказывать, что
обратная сила закона отсутствует. Ну, опять же, исключительно субъективное мнение в данном случае. Относительно официального письменного разъяснения. Нет, такого официального письменного разъяснения не будет. Объясню почему. Потому что авторы этих требований не мы, Рособорнадзор. Мы не можем давать разъяснения по тем нормативным документам, которые принимает Рособорнадзор. В данном случае я рассказываю лишь о рекомендациях и о нашем видении того, как эти требования должны быть реализованы. Так, ну это документ, эти вопросы не про электронную подпись. Обязательно ли на визуальном изображении ЦП должна стоять дата? Опять же, на этот вопрос отвечал. Дата не обязательно должна стоять, потому что квалифицированная электронная подпись, вот она есть и есть, все, и точка, больше ничего не требуется. Никакого визуального там изображения, ничего не надо. С ЭЦП, квалифицированная, которая сделана по инструкции министерства, получается интересная ситуация. Именно, что проверить ее подлинность можно только на компьютере, на котором установлен CryptoPro, а это платная программа. Значит, да, все верно. Вот та инструкция, которая была нами направлена в конце того года про подписание документов с помощью программы Acrobat Reader, предполагает именно наличие CryptoPro. И это действительно платная программа, но в самом начале я сказал, что она есть во всех образовательных организациях. То есть докупать дополнительных лицензий не требуется. Можно, не знаю, там, если она есть только в бухгалтерии, сходить в бухгалтерию, подписать, скинуть себе эти файлы на флешку и потом вернуться с другого компьютера, загрузить на сайт. Можно, не знаю, заказать в казначействе еще одну лицензию, они выдают бесплатно, при этом в заявке указать, что нужно, скажем, для введения сайта госзакупок. Все равно казначейство не проверяет, где фактически эти лицензии. Можно заказать под сайт для размещения официальной информации о государственных муниципальных учреждениях, ну, БАСГОВ которой. Аналогично, лицензия будет предоставлена, вы ее заместителю директора условно устанавливаете, который ведет этот сайт. И, пожалуйста, используйте CryptoPro. А что касается граждан, вот обычных пользователей, то наша инструкция предполагает использование вот этого штампика. Обычный пользователь при открытии документа, как я уже демонстрировал, видит вот этот штампик. Да, проверить он не может, он может только вот увидеть этот штампик. Те, кто заинтересованы в проверке, они могут всегда воспользоваться компьютером, на котором есть CryptoPro. Что касается способа, который я привел, продемонстрировал отдельно, с помощью отсоединенной электронной подписью, как я уже сказал, любой гражданин через вот этот сервис на портале госуслуг, в частности на портале госуслуг, может проверить подлинность документа, подлинность электронной подписи. Не обязательно при этом иметь CryptoPro. Так, ну и в принципе из вопросов, которые вот такие основные ранее мне поступали, здесь все, поэтому я перехожу в вебинар, посмотреть вопросы, которые заданы здесь. Так. Евгений Евгеньевич, Да. можете еще раз показать, как все-таки подписать, ну вот пошагово в инструкции есть, а еще пошагово, как подписать документ, пусть даже простой, в PDF. Пусть подписать простой электронной подписью. Ну, если у тебя квалифицированная подпись, хотя бы квалифицированной подписью. Ну, вот простой как раз я подписать, продемонстрировать не смогу, потому что мы вообще не рекомендуем такой способ. А по поводу подписания квалифицированной электронной подписью, вот есть эта инструкция, я ее делал, эту инструкцию, она прям пошаговая, прям с картинками. Сейчас... люди хотят увидеть пошаговый этот Так самый. вот здесь вот пошагово, полностью, абсолютно, от и до. С выделением тех кнопок, которые нужно нажать. То есть здесь, ну, на самом деле демонстрация не требуется, все уже здесь продемонстрировано от и до. Так, хорошо. Тогда, может быть, эту инструкцию загрузить нам сейчас в вебинар, чтобы люди могли скачать ее. Мы сейчас будем отвечать на вопросы. Если скажете, куда мне нажать для этого, то да. Презентация, загрузить презентацию. Презентация. Презентация. Загрузить презентацию.
Я сейчас открою доступ к тем файлам, которые у нас есть. Значит, коллеги, в том числе и здесь есть файл «Проверочный лист для мониторинга сайта». То есть все по пунктам расписано, и вы можете провести самоанализ своего сайта. Сейчас загрузится эта инструкция, хотя она рассылалась по всем муниципалитетам, по всем образовательным организациям, наверное. Но если кто-то не получил и у которой нет этой инструкции, напишите либо мне, либо Евгению Евгеньевичу, мы вам еще ее дополнительно вышлем. Ну а сейчас попробуем загрузить эту презентацию сюда, вернее, эту инструкцию. Вот она уже появилась. Так, не появилась, она только у нас внизу. Сейчас попробуем, чтобы она тоже и внизу у нас появилась. Я сейчас открыл режим для скачивания документов. Вот в правом нижнем окне здесь вот эти документы вы можете скачать. Почему-то не появляется здесь презентация. Может быть, она появляется, а это мне надо обновиться. Не буду обновляться. То есть нет моей презентации и нет вот этой инструкции. Ну, сейчас, я думаю, вот, уже кто-то скачал. Отлично. Значит, это только у меня нету. Моя презентация есть. У кого-то 3 файла, значит, надо выйти и зайти по новой. Скорее всего, будут все 5. Вячеслав Алексеевич, давайте я поотвечаю чуть на вопросы и покину. Да, конечно, да. К сожалению, вопросы задавались и в чате, и в закладочке вопросы, да, поэтому я сейчас быстренько пробегусь. Давай, хорошо. Первый вопрос, как перевести документ в машиночитаемый формат? Вот, отличный ответ на этот вопрос. В Word файл сохранить как и выбрать PDF. Дальше. Нужно ли все документы, выложенные на сайт ранее, заменить электронной подписью? По нашему мнению, это крайне целесообразно. Ну, коллеги, здесь дополню. Смотрите, можете этого не делать, но какой попадется проверяющий? В требованиях ничего не сказано, что старые документы остаются как были, а новые... Сделать проще, на самом деле, чем потом доказывать, кто прав. Тем более есть способ, в PDF вы можете подписывать документ, сразу несколько документов. То есть загружаете в PDF, и там есть возможность подписать сразу несколько документов одновременно. Так, вот вопрос тоже. Квалифицированная электронная подпись привязана к одному компьютеру. Что делать, если занимается сайтом не директор, а другой сотрудник? Ставить на ПК директора или сотрудника, или неважно? Здесь хочу сказать так. Во-первых, можно сделать копию электронной подписи, установить эту копию на другой компьютер. Второе, важный нюанс. Если вдруг личную электронную подпись, квалифицированную, кто-то передает другому человеку, то это будет нарушением федерального закона. Если строго следовать 63-му федеральному закону, то вот эту кнопочку нажимать должен непосредственно директор. Мы все прекрасно понимаем, что есть практика, когда за директора кнопочку технически нажимает совершенно другой человек. Еще раз говорю, это противоречит законодательству. Но технически сделать можно все, что угодно. Так, дальше. CryptoPro. Платная программа становится позже. CryptoPro действительно можно на 90 дней установить бесплатно. Функционал будет полный, она будет полноценно работать. Затем, да, потребуется приобретение лицензии, но я уже сказал, как можно получить лицензию бессрочную, при этом бесплатно. Так, инструкцию прикрепили. Директор подписывает электронной подписью и скидывает этот файл администратору. Как вариант, да. Так, а если в Adobe Reader пишет, что подписью имеются проблемы или как-то так, то такой документ сойдет? Здесь хочу сказать следующее. Квалифицированная электронная подпись – это достаточно сложная инфраструктура ключей. Сама подпись состоит из как минимум 2 составляющих. Это сертификат ключа проверки электронной подписи и сам ключ электронной подписи. Сертификат при этом выдается так называемым удостоверяющим центром.
Ну, вот, например, под закупки сертификат выдается удостоверяющим центром казначейства. Кто-то, может быть, получает сертификаты для работы в каких-то системах в ЦИТе, в Контуре, в ВИСе, где-нибудь еще. Вот это вот удостоверяющие центры. Такие удостоверяющие центры, они аккредитуются Министерством цифры Российской Федерации. А Министерство цифры Российской Федерации ведет, так скажем, реестр этих удостоверяющих центров и подтверждает их подлинность. Поскольку это сертификат электронный, все это происходит в электронном виде. Я сейчас покажу на примере, о чем я говорю. О чем я говорю. Демонстрацию экрана нужно включить мне снова. Да. Сейчас, секунду. Вот, на примере, о чем я говорю. Вот я открыл документ, который подписан квалифицированной подписью. Вот я нажимаю, да, все видно. Нажимаю на штампик электронной подписи. У меня в самом документе подпись действительно все хорошо. Почему это так? Потому что в самом сертификате у меня правильно построен путь сертификации. Вот мой сертификат. Вот сертификат удостоверяющего центра казначейства, а вот сертификат Минкомсвязи России. И вся цепочка подтверждает, что мой сертификат, он действителен. Только в этом случае, только вот в этом случае появится вот эта заветная надпись: подписано, все подписи действительны. Если из этой цепочки я со своего компьютера удалю хотя бы один сертификат, то у меня будет подпись «недействительна» надпись. Но при этом это не говорит о том, что подпись на самом деле недействительна. Она остается действительной, как видите. Можно сделать так, чтобы она отображалась как действительная. Это проблема чисто техническая, это вернее не проблема, это вопрос корректности настройки рабочего места для работы с электронными подписями. Должны быть на рабочем месте установлены правильные цепочки проверки сертификатов. Иными словами, должны быть установлены все необходимые корневые сертификаты. Так, следующий вопрос. Остановлю. Вячеслав Алексеевич, остановите эту у меня трансляцию рабочего стола. Ага. Так, следующий вопрос. Все-таки лучше подписывать квалифицированный, не простой? Да, лучше подписывать квалифицированный. То есть подпись содержит наименование без фамилии, достаточно. Если квалифицированная подпись, вообще можно на самом документе никакого штампика не ставить, я уже показывал. Подпись сертификат на имя директора. Верно. Директор поменялся, копия верна, давал ответ. Нам ставили подпись именно на ФИО директора, а не на организацию. Все верно, на ФИО директора. Если на организацию, то, как правило, в сертификате указывается все равно ФИО субъекта, на которого выдано, и, как правило, это директор. То есть даже если в сертификате написано название организации, внутри в сертификате, в специальном объекте, все равно есть фамилия, имя, отчество субъекта. Так, дальше вопросы из чата. Так. CryptoPro, я отвечал уже про CryptoPro. Так, ну тут люди много пишут, что непонятно. Да, на самом деле это такая тема специфическая, и в режиме удаленного взаимодействия не всегда получается объяснить все так, как хочется, потому что сложно видеть обратную связь, обратную реакцию. Ну и плюс за полчаса рассказать то, чему на самом деле учат, не год даже, ну как бы это достаточно непросто. Так, про инструкцию, про инструкцию разобрались. Тут кто-то даже ссылкой на инструкцию поделился. Ага, вот вопрос. Я администратор, у меня есть подпись, я могу подписать от своего имени, а не от директора? Нет, подписать надо документ именно директором. Почему? Потому что сам документ на бумажном носителе, который изначально вы готовили, который имеет юридическую силу, подписан именно директором.
Можно подписать от другого имени, действительно, но в таком случае должен быть штампик «Копия верна». Ну, реквизит «Копия верна». При этом, ну да, возможно, можно подписать не от имени директора, но только «Копия верна». Так. Про отсоединенную подпись повторить, к сожалению, не получится, потому что это тоже много. Соглашение с неограниченным кругом лиц и простая электронная подпись. Реально все так или нет? Да, реально, как я уже сказал, для того, чтобы признать простую электронную подпись, нужно соглашение. Нужно, чтобы простая электронная подпись содержала информацию о том лице, кто подписал этот документ. В общем, она на самом деле хоть и простая, но не такая простая, как кажется. Так, ну и теперь перехожу к вопросам из вкладки «Вопросы». В чате все вроде бы разобрали. Так, некоторые вопросы дублируются. Евгений Евгеньевич, все-таки вот есть вопрос, электронная подпись должна быть директора или учреждения? Наверное, есть у них две подписи, и директора, и учреждения. Смотрите, вот еще раз покажу на примере. И можно ли использовать подписи вот от баз.gov? Ну, вот, да. Сейчас я еще раз включу демонстрацию экрана, с вашего всего позволения, и покажу про организацию еще раз. Опять же, вот этот файлик из примера. Вот подпись, написано Министерство образования. Так? Так. Название организации. Открываем. Параметры подписи, показать сертификат. Написано Министерство образования. Но, как я уже говорил, внутри есть специальное поле «Субъект». Вот, я. Хоть сертификат и выдан на Министерство образования, но фактически это мой сертификат. Просто сертификат оформлен на юридическое лицо с указанием в нем ФИО физического лица. Скорее всего, в том случае, который в вопросе описан, ситуация точно такая же. Тут, скажем, название школы, а здесь в любом случае ФИО директора. Поэтому неважно абсолютно, что будет здесь написано. Здесь может быть и ФИО директора написано, но этот сертификат выдается на физлицо. Здесь может быть и название организации, этот сертификат на юрлицо, но внутри все равно, как правило, указано физическое лицо, и там должен быть именно директор. Так, ну, здесь останавливаю я трансляцию рабочего стола, перехожу дальше к вопросам. Так, пункт, вопросы летают. Документы, которые были загружены ранее в виде скана, на них нужно сделать электронную подпись. Еще раз, документы, которые в виде скана, больше загружать не надо. Документы должны быть загружены в машиночитаемом формате. Если вы хотите разместить документы в виде скана, то это делается дополнительно. А на них нужно ли сделать электронную подпись? Опять же, крайне рекомендовано, и, наверное, это правильно, все документы, в том числе ранее размещенные, подписать электронной подписью, но в машиночитаемом формате. Как сделать такой формат PDF, в котором выделять текст «Отвечал», сохранить из Word, сохранить как формат PDF? Органам управления образованием тоже необходимо ЭЦП подписывать, или это касается только ООО? Это касается только образовательных организаций. Так, распечатанный документ в бумажном формате с такой подписью действителен? Нет, проверка электронной подписи, она может быть выполнена только в электронном виде. Бумажный документ, на котором распечатан вот этот штампик, в принципе, юридической силы не имеет, но в ГОСТе по делопроизводству есть уже вот эти реквизиты, штамп электронной подписи, и потихоньку это входит в обиход, и это практикуется, и документы на бумажном носителе уже на сегодняшний день очень часто присылаются именно со штампом, то есть без живой закорючки. Юридической силы, вот прям вот именно юридической силы он на самом деле нести не будет, а вот его электронная копия, да, она будет нести полную юридическую силу. Инструкцию, как сделать копию электронной подписи, поскольку копия электронной подписи – это очень такой тонкий момент, в котором на самом деле можно очень много дров наломать. Мы не будем делать намеренно инструкцию про копию электронной подписи.
потому что нужно строго соблюсти положение 63-го федерального закона, а также требований, которые в ФСБ России предъявляются к средствам криптозащиты. Документы, которые были ранее загружены, это отвечал, так, инструкцию, вот еще раз, значит, соглашение с неограниченным кругом лиц, уже ответил. Надо ли разрабатывать положение об электронно-цифровой подписи? Положение об электронной цифровой подписи нет, разрабатывать не надо, этого не требуется. Во-первых, все в 63-м федеральном законе написано, поэтому не надо. Но электронная подпись – это средство криптографической защиты информации. Должна быть в учреждении инструкция о порядке обращения со средствами криптографической защиты информации. В частности, кстати, в ней должно быть прописано, что запрещается передавать другим лицам и что все пользователи обязаны соблюдать конфиденциальность ключа проверки электронной подписи. Это о том как раз, что копию нужно делать крайне осторожно. Только в том случае, если это соответствует закону. Так, кто-то вот написал, что нет запрета на подписание простой неквалифицированной подписью, значит, ее можно использовать, то есть это не будет нарушением. Я еще раз повторю, да, простую электронную подпись, пожалуйста, используйте, не вопрос, мы не возражаем, но, пожалуйста, докажите в этом случае, что вы выполнили все требования 63-го федерального закона. Вот если докажете, никто вам ничего про это не скажет. Как их выполнить, я на примере Сбербанка показал. Это лишь один нюанс. Так, если локальные акты утверждены приказом директора, прикладывать приказы или подписывать в произвольном месте локальные акты. Ну, смотрите, локальный акт, что такое локальный акт? Если он утвержден приказом директора, то к приказу директора прилагается сам вот этот вот, ну, какой-то инструкция, положение, что-то такое. Оно без самого приказа как бы, ну, ничто, поэтому, мне кажется, должен быть размещенный приказ об утверждении этого документа. И сам этот документ, электронная подпись, при этом штамп электронной подписи должен быть в случае, так как этот документ электронный, вот по моему мнению, именно и там, то есть и в приказе, и в приложении к нему, в инструкции или в положении. Несмотря на то, что подпись директора, вот живая, собственноручная, ставится при этом только на самом приказе. Обязательно заверить, копия верна может только директор или администратор. Мне кажется, что копия верна может заверить, в принципе, не обязательно директор, но лучше всего во избежание вопросов заверить директора, подписью директора электронной подписью. Так, значит, вопрос про CryptoLine. Показали, что получилось 2 документа. Какой загружаем на сайт? Я же не могу подгрузить 2. Еще раз, я показал демонстрацию специальной странички на сайте, которую я создал. В примере было именно 2 файла. Сам документ и файл подписи. То есть, если мы делаем через CryptoLine соединенную подпись, то на сайт размещаем оба файла. И документ подписанный, и файл подписи к этому документу, который получился в результате. Так, если документ разработан авторские права, ну это вообще не сюда вопрос. Простая электронная подпись однозначно не может быть отсоединенной. Простая электронная подпись, нет, это не про простую электронную подпись. Так, про приложение к приказу ответил. Так. А вот у кого-то не получилось бесплатно установить модуль CryptoPro PDF. Модуль CryptoPro PDF устанавливается бесплатно только если есть на компьютере программа CryptoPro. Только в этом случае. Если документ утверждается коллегиально, несколько подписей, что делать? Ответил на этот вопрос. Как вариант, реквизит копия верна и одна электронная подпись директора. Можно ли использовать подпись, созданную казначейством? Отвечал в самом начале своего выступления, да, можно. Про электронные подписи банков понятно, как быть с образовательными организациями, конкретный механизм интересует. Да, именно поэтому я показывал про банки, чтобы не совершать ошибок с использованием простой электронной подписи. Конкретный механизм я продемонстрировал про квалифицированную электронную подпись.
Если нельзя заключить соглашение с неограниченным кругом лиц, то зачем вообще рассматривать вариант с простой электронной подписью? С неограниченным кругом лиц заключить соглашение, ну, как таковое нельзя, но публичное соглашение, публичную оферту или политику опубликовать можно. Поэтому рассматривать вариант с простой электронной подписью можно, конечно, но, опять же, условия, которые я назвал. Так, нужно ли будет все документы, ранее размещенные на сайте, это отвечал. Так, ну и вот из последних вопросов еще парочку буквально отвечу. Рабочие программы дисциплин тоже надо подписывать электронной подписью. Вопрос это был. Еще раз, документы электронной подписью подписываются только те, которые подлежат обязательному размещению, раз. И второе, разрабатываются и утверждаются образовательные организации. Все остальные не надо. Директор является администратором сайта, электронная подпись не нужна. Если вы при этом сможете на своем сайте выполнить все требования к простой электронной подписи, то да, квалифицированная электронная подпись не нужна. Но надо понимать, что вы должны выполнить относительно простой электронной подписи. На сайте расположена скан-копия лицензии. Данный документ остается в скан-копии. Да, копия лицензии, она не разрабатывается и не утверждается образовательной организацией, поэтому остается в виде скан-копий. Так, документы, которые утверждает не директор, а, например, замы, как должны быть подписаны. Как правило, у заместителей директора тоже должны быть электронные подписи. Почему? Потому что процессы административно-управленческие, финансово-хозяйственные, они длятся в течение всего года. И электронные подписи, они нужны на протяжении всего года ежедневно. Поэтому у заместителей, которые исполняют обязанности директора в его отсутствие, тоже есть электронные подписи. Подписываем просто их подписями. Вот и всего лишь. Так... Ну, в принципе, вот из последних вопросов практически на все я ответил. Очень много вопросов дублируются. Если на что-то не получилось ответить, то, увы, время, к сожалению, тоже ограничено. В принципе, у меня все. Вячеслав Алексеевич, спасибо. Коллеги, мы еще проанализируем те вопросы, на которые, может быть, не ответили. Вот рабочие программы разрабатываются образовательной организацией, обязательно размещаются в разделе образования. Значит, подписываются ли они АЦП? Ну, если вы их подпишете электронной цифровой подписью, ну, ничего страшного не будет здесь в этом, я думаю. Ну, это как бы еще один... вот еще был интересный вопрос. Евгений Евгеньевич, план ФХД спускается в Excel. Как на нем поставить электронную подпись? Или как правильно его подписать? Из Excel можно сохранить тоже в формат PDF. Точно так же файл сохранить как PDF. Затем PDF подписать электронной подписью в программе, с помощью этого модуля CryptoPro PDF. По инструкции, которую мы направляли. Ну и второй вариант, можно прям сам Excel подписать с помощью отсоединенной электронной подписи, например, с помощью программы Crypto, вот этой Line, Taxcom CryptoLine, которую я показывал. Как один из вариантов еще. И этого либо того будет достаточно. Коллеги, наш вебинар подходит к концу. Я еще раз говорю, вопросы мы еще просмотрим и попробуем все равно на них как-то ответить. Я думаю, что у нас будет сейчас нарабатываться опыт, ваши организации будут потихонечку проверять, и те замечания, которые будут появляться у надзорных органов, наверняка где-то будут аккумулироваться по сайтам. И я думаю, что мы еще этот вебинар повторим уже с учетом того опыта, который будет наработан вот в течение, предположим, там ближайших 2-3 месяцев, то есть к концу года, учебного я имею в виду, где-нибудь в мае, в начале июня, уже с учетом этого повторим еще раз, чтобы у других не было таких ошибок. Коллеги, там посмотрите еще в чате, я скинул, но он быстренько убежал, я скинул ссылочку еще на УСИНские сайты, которые разработаны с помощью специальной платформы. Тоже ссылочка на эту платформу есть. В чате посмотрите.
эти сайты и посмотрите, что за платформа может быть. Если у вас уже сайт устаревший, может быть, есть смысл перейти вот уже на обновленные варианты сайтов. Поэтому вот это тоже посмотрите. Коллеги, всем спасибо за участие. Задавался еще вопрос, зашли там как-то через ВКонтакте и так далее. Если вы хотите получить сертификат об участии в этом вебинаре, то вам надо зайти через видеозал Криро. Заходите в видеозал Криро, смотрите до окончания вебинара. По-моему, у нас окончание там стоит в 5 часов. Поэтому до окончания вебинара надо зайти и зарегистрироваться на этот вебинар. Сертификат сформируется в личном кабинете участника. Всем спасибо за работу. До новых встреч. До свидания. Будьте здоровы.